Знаменитый для жителей республики и туристов Цейломский перевал уже скоро будет встречать в новом необычном виде. Здесь завершается благоустройство этой туристической зоны. Места общепита, природные арт-объекты, 3 смотровые площадки. Все это станет доступным для гостей Джайрахского района. Особенно эта точка должна понравиться любителям пеших прогулок. Всего здесь 4 дорожки, которые ведут от горы Цейлом в котловину, которая находится за нашей спиной. Также нужно отметить, что все дорожки подсвечиваются, и гулять здесь можно как днем, так и ночью. Главное, одевайтесь по погоде. Пешеходные дорожки на сегодня протяженностью около 600 метров, но это лишь начало. Когда проект будет полностью реализован, их длина увеличится почти в 3 раза. То есть гости и жители республики смогут любоваться красотами самой высокой точки Цейломского перевала без угрозы для жизни и по ровной тропинке. А на финише их ожидает еще один сюрприз. Доведем тропу до башенного комплекса Магайджел. И у нас тропа увеличится уже до 1,5 километров. На сегодняшний день там уже установлены качели, лавочки. Инвестором данного проекта является Парчиев Алаудин. В рамках национального проекта «Туризм, индустрия, гостеприимство» начата здесь работа с ноября 2022 года. В самом начале нового маршрута гостей встречает входная группа. Это строение с пирамидальной крышей также в ночное время будет подсвечиваться. Было много вариантов, каким объектом презентовать туристическую точку, но в итоге остановились на этом. По задумке, в выходные дни под сводом арт-объекта доулист и гармонист будут знакомить туристов с национальной музыкой. Это еще одна фишка, чтобы презентовать регион. Ну а пока артистов нет, гости республики любуются красотами и тем, что уже сделано. Мы очарованы вашими местами и очень много путешествуем и ездим, но хотим сказать, что вот этот вид, именно вот этот вид этих гор, это просто такое очарование, и таких мест, мне кажется, нет не только в России, а именно даже и в других вот местах. И поэтому мы хотим сказать, что, боже мой, Россия, она такая богатая на такие места, поэтому приезжайте сюда, здесь да. Вообще в Ингушетии вы откроете для себя столько мест, которые вы даже не могли предполагать, даже представить, что здесь есть такие места. На сегодня здесь работают около 10 человек. При строительстве стараются максимально сохранить многовековые объекты. Например, этот камень идеально вписали в стену, а ели на другом валуне как будто специально посажены. А на самом деле это матушка природа сама так постаралась. Лучшего художника и не найти. Ландшафт также немаловажную роль играет. Мы старались сохранить его, благоустроить и сделать его безопасным. Поэтому достаточно трудоемкая, но важная работа была уже проведена. Концепция новой туристической точки в первую очередь подразумевает создание качественного сервиса для жителей и гостей республики. Здесь уже построена точка питания с большой верандой, с которой открываются прекрасные виды на горы. Планируется обустроить зону барбекю, установить беседки, построить мечеть и парковку. На точке уже установлены локальные очистные сооружения местного производства, накопитель с водой объемом 30 кубических метров. Все объекты возводятся в национальном стиле, что должно помочь гостям окунуться в национальный колорит, включая кухню. В первую очередь знакомство с культурой и традициями, это наполнение нашими продукцией наших ремесленников, народно-художественными промыслами. А второе – это периодические проведения событийных мероприятий на данной территории. И гастрономическое – это возрождение старых рецептов и их продвижение. Открытие новой точки ожидается в течение 2 недель. В будущем также планируется строительство гостиницы на 100 человек. Муслим Ганиев, Султан Магушков. Новости 24.